В эфире программа «Актуальное интервью». В студии работает Анастасия Кобызева. Из-за пандемии коронавируса все учреждения культуры, театры, музеи, библиотеки перешли в онлайн-формат. Когда зашелестят страницы, как изменится работа библиотек, об этом в Общероссийский день библиотек мы поговорим с доктором культурологии, профессором РАНХИКС Ольгой Шлыковой. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, здорово. Вот давайте представим такую ситуацию. Может ли так получиться, что читатели после пандемии не будут торопиться возвращаться в библиотеки из-за боязни передачи вируса через книги? Напротив, мы полагаем, что как раз читатели так истосковались в условиях пандемии по библиотекам, по книге, по живому общению. И, как показывают уже нынешние мониторинги, уже зашкаливает количество посещений не только библиотек, но и библиотечных сайтов. Поэтому мы полагаем, что напротив, количество читателей увеличится. И сегодня мы готовы предоставить читателям обогащенный сервис культурных ресурсов и услуг, которые были не только до этого периода, но и те новые сервисы, которые мы отработали уже сейчас, вот за эти 2 месяца. Но вообще не секрет, что пандемия многое поменяла в нашей жизни, а вот необходимы ли какие-то новые меры безопасности, технологии сейчас внедрять в библиотеке? Да, конечно, мы же не находимся в отрыве от всего сообщества. Безусловно, мир поменялся, и сегодня мы даже говорим о том, что мы ушли от глобализации к деглобализации. Да? Мы становимся какими-то другими, изолированными, да, и поэтому, конечно, это заставляет нас быть готовыми к новым вызовам, не только пандемии, но и других каких-то форс-мажорных обстоятельств. Но вместе с тем, я думаю, что данная ситуация и самоизоляция, она стала каким-то эффективным инструментом по нашей, собственно, готовности и к инновациям, и к адаптациям. И полагаем, что как раз вот пандемия высветила не только вызовы, но и высветила новые возможности. И такое ощущение, что мы как будто бы провели инвентаризацию того, что мы имеем, и тех ресурсов, и новых форм взаимодействия, с одной стороны, а с другой стороны, четко ощутили свои внутренние резервы. Внутренние резервы, которые позволяют нам адаптироваться к новым условиям, резервы, которые позволяют искать какие-то новые творческие акции, новые творческие инициативы. Надо сказать, что библиотеки, кстати, одними из первых и мобильнее других учреждений культуры отреагировали вот на условия самоизоляции и на онлайн форматы взаимодействия со своей аудиторией. Потому что, наверное, библиотекари до этого были готовы к информационно-коммуникативным вызовам. Мы знаем о том, что уже давно ведется и в рамках национальных проектов культуры, образования ведутся самостоятельные программы цифровой культуры. И поэтому даже с точки зрения компетенции библиотекарей готовы. Да, мы готовы были к тому, чтобы взаимодействовать в онлайн-форматах. Но библиотеки не стоят на месте, развиваются, это хорошо. Вот что показало вот это вот онлайн-формат общения с посетителями? В первую очередь у нас как будто бы стали разнообразнее формы взаимодействия. Вот даже такое важное мероприятие, как наше совместное празднование 75-летия Победы, оно показало, как библиотеки
открыли, распахнули свои двери, и мы сегодня не случайно говорим о том, что библиотеки, учреждения культуры в условиях онлайн оказались без стен. Во-первых, расширилась география взаимодействия, и те ресурсы, которые выложены в онлайн, вот эти наши летописи побед и книги памяти с фотографиями, с письмами, они создали такую единую масштабную интерактивную книгу «Бессмертного полка». При этом, на мой взгляд, как раз библиотеки, музеи, театры создают такую своеобразную площадку для активизации творческих порывов. Не только самих творческих работников, но и нашей аудитории. Аудитория тоже меняется, поскольку меняется и картина мира, и наши формы освоения нового мира. Поэтому это все способствует тому, чтобы мы искали в себе внутренние резервы, и в том числе какие-то новые формы самоменеджмента. Мы не случайно с вами начали говорить о проблеме безопасности, и кроме этого мы должны говорить и о новых формах самоорганизации и ответственности, особенно ответственности. Вот сейчас интернет-платформы, которые предлагают электронные книги, стали очень и очень востребованы. Вот я, например, сейчас бумажные книги вообще практически не читаю, все, скажем так, в электронном формате. Вот чего ожидать в этой сфере, каких изменений? Конечно, мы понимаем, что сегодня нужно использовать максимум ресурсов, да, и библиотека – это действительно особый социальный институт, который обладает интеллектуальной насыщенностью, информацией, знаниями. И поэтому новые мобильные приложения, которые библиотеки, повторяю, начали использовать уже давным-давно. Я помню, что на конференциях в Хакасии мы проводили самостоятельные площадки еще 5 лет назад. Мы активно работаем с Росатомом, и я очень рада тому, что библиотеки Республики Саха-Якутия также встраиваются вот в это совместное культурное информационное пространство с другими библиотеками. Кстати, я рада тому, что Национальная библиотека участвовала в наших 2 онлайн-конференциях. Мы проводили 17 апреля конференцию совместно с Росатомом и с научно-образовательным центром «Гражданское общество и социальные коммуникации» ИКСУ РАНХИКС. И эта конференция собрала более 130 участников, где мы как раз обсуждали степень востребованности онлайновых ресурсов и разнообразие культурных сервисов, которые сегодня открывают для своей аудитории учреждения культуры. И, в общем-то, мы даже оказались озадаченными, потому что первые срезы вот этих пилотных исследований свидетельствуют о том, что количество посещений зашкаливает. И те показатели, которые стоят в национальном проекте, они уже перевыполнены. Но я это говорю, акцентируя внимание на том, что, конечно же, мы создаем новые платформы, новые ресурсы и новые форматы взаимодействия с нашими читателями, понимая, что традиционные формы никуда не уйдут. Новые форматы, они появляются не вместо, а вместе. И я полагаю, что в перспективе библиотека заявит о себе как уникальный социальный институт, и библиотека, как об этом сегодня пишут и в диссертационных исследованиях, станет мощным субъектом культурной политики и модератором культурного разнообразия. А какие интересные тенденции или необычный опыт можете привести в пример в работе библиотек вот в период пандемии? Ну вот очень интересные проекты, на мой взгляд, показали и библиотеки Новоуральска, например, Трехгорного, когда создавались такие акции
в городах, витамин Ч, чтобы любой желающий, независимо от возраста, мог рассказать о любимой книге посредством книги, рисунка, видеоформата. То есть сегодня мы видим, что читатель активным становится участником библиотечных проектов. И это действительно очень интересно. Кроме того, библиотека открывает свои стены, онлайновые стены, для того, чтобы мы могли пообщаться с известными выдающимися деятелями, с лидерами и открыть для себя мир книги, мир информации и мир знаний. При этом, на мой взгляд, как раз онлайновые форматы и вот эта интернет-среда показала, что все-таки современная аудитория, в том числе и молодежь, тянется не к постчеловеку, не к искусственному интеллекту, а к живому человеческому общению. И в данном случае дистанционные формы – это только средство, а не заменитель человека и библиотекаря. Ну, действительно, с этим невозможно не согласиться. А вот можно ли сейчас утверждать, что вот после пандемии профессия библиотекаря, она изменится? Нужно будет привыкать к новым реалиям времени. Вы знаете, мы вообще вошли в цифровую цивилизацию, мы ворвались в нее уже стремительно, и обратной дороги нет. Поэтому изменится не только библиотека, меняется сегодня и банковская система. Мы привыкли уже к карточкам, к кликам, новым форматам, поэтому в целом меняется наш окружающий мир, он становится действительно мобильным, как Билл Гейтс говорил, бизнес происходит со скоростью мысли, и вот эта скорость, сжатое пространство, оно, конечно, меняет в том числе и человека, меняет его культурные потребности. Безусловно, библиотека изменится. Глубоко убеждена, что оба формата, и онлайн, и офлайн, будут соседствовать с друг другом, будут друг друга дополнять. И абсолютно точно сегодня социальные сети станут важной составляющей библиотечной работы. И абсолютно точно книга будет все равно жить. И я вот хотела бы с удовольствием прочитать стихотворение Льва Ашанина, который говорил и восхвалял библиотекаря: «Книжные люди, друзья мои ближние, верные слуги и маршалы книжные, милые, тихоголосые женщины, в книгах всеведущие, в жизни застенчивы, душ человеческих, добрые лекари, чувства и поступков библиотекари. Кажетесь вы мне красивыми самыми, залы читален мне видятся храмами. Кто мы без вас, заплутавшие в замете, люди без завтра и люди без памяти?» Независимо от новых форматов, дистанционных форм, библиотека по-прежнему останется важнейшей институцией нашей культурной памяти и, безусловно, будет тем важным инструментом, которое идентифицирует нас, которое высвечивает наши культурно-коммуникативные коды идентичности и культурно-смысловые коды, которые связаны с нашей культурой и с нашими главными ценностными смыслами. Ольга Владимировна, ваши советы как эксперта, как выжить в это непростое время и как развиваться региональным библиотекам? Я думаю, что прежде всего нам нужно очень много читать, обязательно рефлексировать. И, безусловно, я вижу в образовании,
в культурно-информационном обмене вот этот главный инструмент движения и профессионального развития. Мы будем развиваться и совершенствоваться, если мы будем иметь дело с книгой, если мы будем постоянно развиваться, и вот это профессиональное развитие нам позволит выстоять и противодействовать любым вызовам. Ну, скажем так, главный итог нашей беседы – книга по-прежнему главный друг человека. Читать и только читать. Да, да. И да здравствует библиотека. Ольга Владимировна, большое спасибо за очень интересную беседу. Отдельное большое спасибо за замечательное стихотворение. Махтал. О том, как библиотеки работают в онлайн-формате, мы поговорили с доктором культурологии, профессором РАНХИКС Ольгой Шлыковой. Не переключайтесь.